калі вы запытаецеся людзей на вуліцы, вельмі мала хто з іх скажа, што гэта за мясціны, што гэта вельмі сумнае месца. Займацца гісторыяй Халакосту вельмі важна ў Беларусі, таму што гэта складовая частка гісторыі вайны, той трагедыі, якая адбывалася на нашай тэрыторыі. Калі мы кажам пра колькасці, то з тых, хто загінуў на нашых тэрыторыях, кожны трэці гэта быў яўрэй. Да вайны гэта было каля мільёна насельніцтва Беларусі. Беларускі архіў вуснай гісторыі, які збірае ўспаміны і ўжо мае больш за 1500 ўспамінаў у сваіх калекцыях, мае дастаткова шмат звестак пра Халакост ад неяўрэяў. А вось пошук людзей, якія перажылі, ён вельмі складаны. І мы плануем запісаць усіх, хто пагодзіцца з тых, хто жыве на тэрыторыі Менску, хто перажыў падзеі Халакоста. І гістарычная майстэрня на пастаяннай аснове збіраецца, сустракаецца са сведкамі часу, арганізоўвае такія сустрэчы для моладзі. І экспедыцыю, якую мы плануем, яна можа быць праведзена ў Менску, каб мы адышлі ад сітуацыі, калі яўрэі нам чужыя, а ўзгадалі, кім яны былі ў нашай гісторыі, што яны насамрэч свае. Зачем вам это интервью? Зачем я вам нужна? На Немиге, вот здесь вот, где церковь, тут был угловой какой-то такой выход. Ну, сейчас же там это, большие дома, это же был все частный сектор. И это было гетто все. Вот, выходила на Немигу все. Ну и там, ну, дети, мы бегали совершенно свободно, потому что там через дворы, через какие-то вот, ну, сейчас не могу показать, этого нету, но я помню, что мы выходили прямо вот где сейчас церковь, вот тут выходили на горку, и вот там мы жили. Нет, сначала мы жили в гетто, конечно. Добрый день, Кира Хоньевич. Это вас беспокоит Ирина Кашталян, историческая мастерская. Мы с вами недавно разговаривали. Я сейчас вот прозваниваю, чтобы еще раз подтвердить, что мы к вам приедем завтра в 10 часов. Ничего у вас не изменилось? В 11 вам лучше? Хорошо. Да. Ну вот, видите, хорошо, что я еще раз перезвонила, чтобы не ошибиться. Жили на Беломорской, у нас была отдельная двухкомнатная квартира в новом двухэтажном доме. Родители мои были работники неверующие, естественно, ни в какую религию, так как отец работал уже до войны инструктором сталинского райкома партии города Минска, член партии, естественно. А мать это работала хирургом в госпитале военном. Поэтому мы не касались особенно еврейской общины, чисто еврейской общины. Я не знал языка. Более того, мне даже не делали обычную еврейскую процедуру. И это вас спасло? Это меня спасло, да, совершенно верно. Хотя отец и мать знали идыш, они когда хотели, чтобы я и няня не понимали, о чем они говорят, они между собой общались на идыш. Знаете, такая обстановка в те годы в квартирах была очень скромная. Я только помню, что у нас была этажерка с книгами, а мебель была такая простая, это тоже я хорошо помню. Готовили на кирогазе,
на примусе, там не было тогда никакого другого, это тоже помню. Была плита дровяная тоже, отопление там было не централизованное, каждый топил себе. То есть минимум таких удобств. Нет, такого ничего не было. Ну, это была обычная советская семья. По почтам. Мы лучше тут на воду. Там будем тягаться по почтам. Лучше. Ну, я вам скажу, что до войны повсеместно и повсюду звучала еврейская речь. Ну, юбилейный, это исторический еврейский район. Но Московская тогда называлась, теперь это Мясникова улица. Соседи все были евреи. Я помню. Мне рассказали один момент интересный. Осенние еврейские праздники. Осенью. И мама приготовила стол, а папа знал молитвы. И она ему говорит: вот сядем за стол, скажи молитвы. Не буду. И мама говорит: не будешь, не сядем за стол. В этот момент стук в дверь. Она открывает дверь, мама, и стоит старик, она говорила, в таких лохмотьях, что тело было видно прямо через эти дырки. И она впустила его, и он им говорит: не ругайтесь, разрешите, я скажу молитву. Она обрадовалась, мама, и все. Сели за стол, он сказал там молитву. И они его положили спать, она ему какую-то рубаху дала, папину. Утром встали, ставни закрыты, дверь закрыта, человека нет. И всю жизнь мама говорила, что это был Моше Рабейну, Моисей, святой Моисей. Но она говорила, с тех пор, вот после его посещения, мне шансовало, как она говорила, с окон и зверей. Это надо пережить, то есть это только если пережил, ты можешь понять. Я до начала войны не понимала, что такое национальность. Я не знала. Я еврейка, я русская. Ну, такого вопроса не было. Я не знала. Когда немцы уже наступили, и мы дошли до Смиловича, потом вернулись обратно, мы жили вот в этой квартире. И оттуда в гетто вот ушли. Мама там стирала немцам и спрашивала, почему, за что меня? Я ни одной мухи не убила. Ну, потому что она стирала и приносили продукты за это. Но это очень недолго было. А соседка, вот эта семья Нины, нам помогала. И я вот бегала с гетто убегала к ним наверх, домой. Они меня кормили, подкармливали, давали что-то с собой, а потом они стали не ходить больше, потому что соседи стали что-то там роптать. Вы знаете, мне почему-то кажется, что я недостаточно в своей жизни
искал эту эпопею, как говорят, что если хорошо покопаться, где-то в архивах, где-то еще, то следы наши с матерью там должны были остаться. Все-таки она была врач, все-таки она работала, все-таки у нее был пропуск, понимаете? И какие-то следы должны были остаться. Мне запомнились не столько те, кто был за пределами проволоки, нас охранял, как те, которые ходили вдоль проволоки с внутренней стороны. Это была еврейская охрана. Они были с дубинками так. У них оружия другого не было. Были дубинки, здоровые палки. Можно было, близко подойдешь, там разговариваешь, можно было получить палкой. Ну, не помню, может, и я получал, но вот их мы боялись. Не взрослые, дети боялись. Как правило, мать, когда уходила днем, она оставляла меня, и категорический запрет никуда не выходить. Была ли у нас малина? Была. Знаете, что такое малина? Да? Это место, где прятались. Значит, она уходила, и всегда один и тот же наказ. Пока я не приду, если услышишь шум, немедленно в малину. А малина была за шкафом. Она увела меня после первых же погромов. Вот первый расстрел, первые погромы, и она уже поняла, и она меня вывела, сама вернулась, а потом и сама ушла. Мы жили в этой синагоге возле ямы. И мама, уже когда столько времени прошло, 43-й год, если что-то оставалось, и она смогла выменять, была такая, как говорится, норма, 2 кило муки. Если выменять на 2 кило муки, так она, бывало, сварит ведро затирки и носит в этот детский дом. А почему детский дом? Их не кормили, их не смотрели, этих детей. Единственное, что Иудин Рад собрал, чтобы они не шлялись по гетто, эти дети, умирали на улицах. И вдруг по гетто раздалось, радио, как говорится, не было, и была молва. Вырезали детский дом. Не убили, а вырезали. И когда мама помчалась туда, они все были зарезаны, эти дети. Зарезаны то ли штыками, то ли ножами, не знаю. И она услышала писк где-то. Стала искать, где это писк, и в печке, в голландке, нашла девочку. Мама принесла ее, и она у нас была с нами где-то месяца 1,5. Она немножко окрепла, и она сказала, она очень умная девочка была. Она, вообще дети тогда были стариками. И она, что она уйдет на русский район и не вернется. Так она и была. Мы ее нашли только после войны. Вы не представляете, как хотела жить. Я завидовала этим птичкам. Ребенок. Если кошка пробежит, я ей завидовала. Так хотела жить. Страх и голод – это самое страшное, что я за все 7 лет перенес. А вот это чувство, что ты еврей, оно никогда не уходило. И оно превалировало вот в понятии страх. Выпячивать это нельзя. Нельзя было, а вот скрывать надо было. Иначе просто погибаешь. А старшие ведь знали. Не ребята.
Во всяком случае, там няни, воспитательницы знали, не могли не знать, но молчали, и это тоже было важно. А что священник, который меня крестил, не знал? Как вы думаете? Знал. Уверен, что знал. Ну и что? Мою мать в гестапо забрали, родную мать. Ее не расстреливали в яме, не расстреливали на еврейском кладбище. Ее затоптали солдаты, просто затоптали своими сапогами, ногами, так она и погибла. Но если бы вовремя Ольга Анатольевна Бембель меня не отдала Глебка, не врем впоследствии моя, но она меня тут же крестила в 1942 году, и, в общем, это с того времени я уже как дочка. Кто выдал ее, неизвестно, потому что явно она уже собиралась уйти куда-то в партизаны. Полицейские были, свои были очень противные. Все вообще, кто выдавал, это выдавали свои. Немцы так, дайте им аусвайс или там бумажку какую-то, все. Абсолютно они верили этому. А вот там всякие полицейские какие-то там, ну не знаю, может быть, до войны были какие-то распри у людей. Выдавали только свои. Появилась няня моя. Где она нашлась, я не знаю. И вот няня меня отвела в детский дом. Жизнь в детском доме это очень, во время войны, это что-то особенное. Такие взаимоотношения сложные довольно, ребячьи, но они очень сложные. Поделить какой-то кусок пищи, который ты принес. И делишь ты не сам. И не самый старший, кстати, делит. Но поделиться справедливо. И не одинаково, но справедливо. Это, знаете, такая своя наука. И вражды не было, вы знаете что? Голод был, а вражды не было между собой. Нас пригнали угол Хлебной и Островского. Мама оказалась вместе с папиными родственниками в колонне с правой стороны. Мама все время внутри колонны двигалась назад. Внутри колонны. И когда она увидела, что пригнали отца, она ему крикнула из колонны: «Покажи аусвайс». Она уже знала, что те, которые работали, их освобождали. А он был растерян, папа. И когда он показал аусвайс, ее из колонны разрешили выйти. И она еще взяла какую-то девочку, сказала, что это ее дочка. Вот. И нас посадили во дворе хлебзавода с левой стороны. Вот сейчас стоит эта стенка тоже. А тогда шел снег с дождем. 7 ноября было очень холодно. И немец ходил вот так вот. Всех на колени поставили. Немец ходил и хлестал мужчин нагайкой этой плеткой. И мама посадила папу сзади себя, прикрывая отца, ну, чтобы ему не досталась эта плетка. Когда стало темнеть, закончился погром, сказали: те дома, где мы жили раньше, туда не возвращаться.
Записывание ўспамінаў сведак Халакоста непростае, бо тут мы маем справу з людзьмі, якія перажылі вельмі глыбокую траўму. Вельмі часта яны бачылі смерць блізкіх у страшных абставінах вайны. Гэта адбілася ў іх на ўсё жыццё. Калі мы з імі размаўляем яшчэ раз пра іх гісторыю, адбываецца іх рэтраўматызацыя. І таму можна зразумець, чаму яны не заўсёды хочуць расказаць нам гэтую гісторыю. І мы вельмі ўдзячны, калі яны ўсё ж такі рашаюцца і адказваюць на нашы часамі вельмі непростыя пытанні. Лариса Петровна, а вот эта история с приездом Кубы в Минск, расскажите о ней, пожалуйста. Мурашко был такой писатель белорусский. Он был с партизанами связан. И так он вообще предлагал, так мама говорила, я не знаю, я вообще ничего. Меня одели белорусский национальный костюм, смазливая девочка, сунули большой букет, куда-то привезли, отдай все, я же, понимаете, ребенок. А народу было, вы не представляете, сколько, вся вот эта, где сейчас вот сквер ратуша слева, сквер, а тут бывшие профсоюзы, вот этот дом. Вот тут была трибуна, и тут этот вот был Куба. Так вот этот Мурашко предлагал в этот букет заложить мину. И пусть погибнет девочка, но давайте рискнем и сразу убьем Кубу. Но, представляете, согнали тысячи народа, сколько бы людей погибло. Если бы это... Я не говорю там, что я погибла бы, этот Куба бы погиб, там, неважно. Но, и потом бы всех расстреляли. Когда Куба погиб, в районе эта женщина жила в районе Беломорской улицы, я не помню точно, как называется. Выстроили всех подряд жильцов, не помню, или каждого второго, или каждого третьего, шаг вперед, и всех расстреляли. Нас построили, заставили раздеться, мальчики отдельно, девочки отдельно, и пропустили через 3 врачей, немцев. И вот из всего детского дома нас отобрали всего 5 человек. Нас 5 отвезли на железнодорожную станцию, где формировался целый эшелон. И двинулся этот эшелончик с большими остановками в сторону Латвии. Вагон товарный, посередине буржуйка, печка. И вот набито детьми. Ну, что вам сказать? Буржуйка не всегда топилась, холодно было, не все доехали. Я умудрился там приморозить хорошо на всю жизнь, конечно, особенно на свое детство и юность. Пальцы рук, пальцы ног и уши. Специально ли это было сделано? Не знаю. Такие мы нужны были? Возможно. Возможно, что нужны были примороженные, может быть. Не все доехали. На остановках, на каких-то остановках мы забивались в кучу и сидели, дрожали, а кого-то выносили. Я говорю, что все-таки в жизни, даже в Германии, мне везло на каких-то положительных людей. И 2 хозяйки были. Это вот первая, которая не помню фамилию, и фрау Райнерт. Фрау Райнерт корни русские. У нее отец русский был, мать немка. Сама она была медсестра. И у нее была дочка Инга. Она меня все тягала с собой. И я потом хвостом ходила, она встречалась с мальчиком. А я должна была сзади ее сопровождать. Маме, да, чтобы маме я ничего не говорила, что мы гуляли. Ну, а русский эта хозяйка уже не знала? Если Нет, знала. Она знала. И однажды она пригласила каких-то гостей своих и сказала так: ты сейчас будешь петь для этих людей. Ну, наверное, я уже до этого пела, и я не знаю. Вот это я запомнила. И я спряталась за дверь, так дверь открыли, я спряталась за дверь и пела: распрягайте, хлопцы и кони, а я пиду спочивать. Вот я эту песню пела, и эти
люди почти для меня старые казались. Они сидели, и у них ручьями слезы. Вот я это запомнила. И вот нас привезли в Латвию, в известное место, где собирали таких детишек со всего света, как говорят. Детский концлагерь. Это было обеспечение других лагерей и госпиталей. Вот цель этого лагеря. Там создавалась группа нужных по составу крови, там, я не знаю, по каким признакам. Мальчики, девочки, в основном ребята были. Наша группа побывала и в Майданике, и в Заксенхаузене. Говорят, что через этот лагерь прошло 10 тысяч детей. Так говорят. Где-то официально даже это тоже фигурирует. Донорство в основном. Это и узнал мой отец, когда он приехал сюда после освобождения Минска. На каком эшелоне нас отправили. И этот эшелон был отслежен, оказывается. И он говорит, что... Потом отец говорит, что там доехала половина в лучшем случае. Ну, я не помню сколько. Но во всяком случае не все, это абсолютно точно. Он уже не надеялся вас встретить? Да нет, конечно. Как можно было встретить мертвецов уже практически. Это уж повезли на смерть. 7 лет по краю буквально пропасти лезвию ножа ходить и в конечном счете остаться живым. Сложно. Ну, наверное, такой ангел-хранитель все-таки есть. Можно верить. Мне мама одела платочек, Татьяночку. Я вообще не была похожа на еврейку. И она мне показала, вон, видишь, подвода стоит, туда. Пока никого не было, и я шмыгнула. Когда я села тихо на подводу, там сидел мальчик. Он был старше меня, ему лет 14, тогда был типичный еврейский мальчик. Черноглазый, черный, смуглый такой, типичный еврей. Вот. Но мы не разговариваем, так принято. Этот крестьянин привез более 10 человек, приезжал в Минск, он и маму вывез. Более 10 человек. И сам он погиб в облаве на Червинском, была облава, и он погиб. Я благодарю Бога за то, что вывел меня из гетто, за то, что я могу И я все время говорю, что это поручение Бога. Две недели сплошной канонады. И когда 2 мая утречком стихла канонада, вы не можете себе представить, какая дикость, тишина. Вот была сплошная канонада, все время стрельба, ну, сплошная, ну, уже человек свыкается. И болят перепонки от того, что тишина. И мы вышли во двор, я помню, и ведут немцев, идут, ну, сопровождают там один солдат. Я говорю: мама, ты смотри, наши, говорю, наши, смотри. Она говорит: да нет, немцы же идут. Я говорю: да ты посмотри, вон, со звездочкой, я помню, с этим, с автоматом. Действительно, уже вели немцев. Освободили нашу группу, нас было около 30 человек. Мы сидели заперты в каком-то доме, в подвале. И те, кто нас охранял и сопровождал, убежали. Мы 2 дня сидели и ждали. А потом подняли крик и вой. И тогда вышибли дверь в этот подвал. Не мы вышибли, снаружи вышибли. И там уже стояли наши ребята.
форме. Естественно, мы разбежались сразу. Мы бегали по этому Рецеву, мы были голодные, потому что нас не кормили эти 2 или 3 дня, нечего было есть. И каждый приставал к какой-то части. Потом нас собрали, полевая кухня появилась, нас собирали в этой полевой кухне и так далее. И я там встретил земляка. Вот этот земляк, минчанин, он служил в польской армии. Командир полка был белорус, Вариончик Дмитрий Васильевич. Вот там я стал сыном полка польской армии. А потом я остался в этом полку. Меня пытались отдать после войны типа Суворовского училища польского, там кадетские они назывались. Я сбежал оттуда, сбежал обратно. А потом его перевели в Варшаву. Я уехал вместе с ним в Варшаву. И там меня отдали во 2 класс посольской школы, советской посольской школы. Мне шел 13 год. Я занимался во 2 классе. Вот можете себе представить, что это такое? Вот 45-й год, это вот здесь вход в этот двор, и вот такая я была, длиннорукая, худая. А это, ну вот это, там где-то я тоже стою, это вот постовой, потому что комендатура была, а я была переводчицей. А рядом была конфетная или какая-то фабрика, много наших женщин. Эти женщины готовы были пешком идти домой, обратно в Минск. И я хотела с ними. И вот приходила, умоляла: мама, давай пойдем. Она говорит: ты видишь, что я двигаться не могу. Я готова была с ними пойти пешком, но только чтобы маму тоже забрать с собой. Ну, а потом мама стала писать письма, и прямо вот одному офицеру дала: пожалуйста, отправьте, второму, да, пожалуйста, отправьте. Она несколько писем так написала папе. Пришло письмо. Она и на Союз писателей, и на бабушкин адрес, на Розу Люксембург писала. Ну и пришло все-таки. Вот тогда папа и пошел к Пономаренко с просьбой разрешить за нами поехать. Ну, нет, он не разрешил. Он сказал: Петр Федорович, никуда вы не поедете, а вашу семью, мой самолет летит туда, он привезет. Все. А нашла меня случайно тетка моя родная. В газетах печатали списки разыскиваемых в «Красной звезде». И она по этим спискам вдруг находит фамилию мою. Она списалась через Варшаву с этим Дмитрием Васильевичем и так далее и тому подобное. И уже в 1948 году только меня перевезли через границу вот сюда, в Минск. И здесь я встретился с отцом. Зараз мы спочатку паслухаем, хто з ким сёння гаварыў, якія магчымасці гэтае інтэрв'ю даюць, якія былі асаблівасці, праблемы. Ну так, компактна. А пасля таго, як мы гэта абмяркуем, тады прапаную перайсці да агульнага абмеркавання экспедыцыі, магчыма, прапановы на наступны год, што можна было падоўжыць і так далее. Так турбавалі, і з большасці гэта было звязана з тым, што некаторыя людзі, якія не звязаны ніяк гістарычна з гета, яны распавядаюць штосьці, гэта неправда, і яна вельмі на гэта злавалася. Некалькі разоў былі такія моцныя моманты, калі яна распавядала пра свае падарожжы па Германіі. Казала, што я немцам, я там ім усім паказвала, што ім трэба паказваць, нічога ім не змягчала ніякую інфармацыю. Далей яна казала пра тое, што ўдоўж Свіслачы закапвалі пасля
трупы людзей, і вось яна казала, што зараз пра гэта ніхто не ведае, вось пра тое, што яны там закапаныя. Распавядала пра момант. Хто закапаў? І не казала, што вось яна казала, што там ёсць Если ж давай. магілы. Довольно давно можно было выйти из гетто. Нас спаткала некоторая сяброўка, которая была санитаркой, которые вернулись, так к ним некоторые заходили, косякли, было важно, что все было кепска, и она спала в детей, и сказала, может только одного взять. Это был конец осени 6-го года, и они тягнули паперки, кого их, и он вытягнул счастливо, а сестра засталась. І яны кажа, што не, антысемітызму не было. Але вось мы з гэтымі жыдамі мы не гулялі з імі. Вось, і кажа яшчэ, яна вельмі цікава распавядае ўвогуле пра Савецкі Саюз, она добрую пасаду там займала. І яна кажа, што савецкая ўлада гэта была вельмі добрая ўлада, але адтуль трэба браць усіх камуністаў. І тое, што зараз нават няма слова ў падручніках па гісторыі Халакост, тое, што там гэтаму прысвечана фактычна некалькі сказаў, гэта ўсё абуджае нас да дзейнасці. І мы павінны рабіць больш. Вось добра, што ў гэтым годзе адчыняецца мемарыял у Благаўшчыне, гэта месца забойства ахвяраў мінскага гета. І вельмі важна, каб там з'явіліся словы, якія пазначаюць у тым ліку нацыянальнасць тых, хто быў там забіты, бо менавіта Халакост гэта было забойства па нацыянальнай прыкмеце. Ён абумоўлівае, каб мы называлі яўрэйскую нацыянальнасць яўрэяў як ахвяраў гэтай палітыкі генацыду.